Всем большой привет! На календаре у нас сегодня 16 августа. И лето на севере короткое у нас уже закончилось. 2 недели пожарило. Ну как пожарило? 20-25. Для нас это уже жарко. И все, вот похолодало. Второй день идут дожди. Одет уже по-осеннему. 7-9 ночью. 13-15 днем. Ну, пока еще не совсем холодно, но с дождем, с ветром уже не жарко, скажем так. Позади рабочий день. Работа проделана. Ну и, конечно же, я уже как не раз говорил, если мы находимся на реке, проезжаем рыбные места и не попробовать порыбачить, это, я считаю, преступлением. Конечно же, мы будем пробовать. Сегодня контейнер не стал брать, потому что прохладно, взял ведерочко. Ну и посмотрим, что у нас сегодня клюнет. Читал комментарии: Геннадий, выкиньте эти 2 палки свои, вот эти 2 удочки. Ну что, палки не палки, это штекерное удилище. И купи, говорит, тебе нормальное удилище, нормальный спиннинг. Я так думаю, у меня нормальный спиннинг появился. Смотрим. Это вот такой вот спиннинг фирмы Nautilus. Подарок от Евгения Жарова. Спасибо, Евгений, за крутой подгон. Что спиннинг Nautilus, что катушка Nautilus. Дал ему свой адрес Озона. И вот он отправил мне вот такой подарочек. Такой крутой подгон. Катушка крутится идеально, в дома пробовал. Установил. Поставил самую легонькую блесну для пробы. Ну, единственное, вот тут немножко конечный тюльпан. Одна сторона немножко загнута. Я не стал выпрямлять, чтобы не сломать. Я так думаю, большой роли не будет играть. А так, телескопический спиннинг мне всегда нравился больше, чем штекерный. Почему? Потому что, во-первых, он в собранном виде занимает намного меньше места. И если куда-нибудь на лесную речку или что, при пеших походах, его можно спокойно засунуть в рюкзак и все. Так, вот такая вот у нас теперь есть удочка. Легонькая блесна. И посмотрим первый заброс. Опа. Так, что-то у нас запуталось. Перемотал катушку, наверное. Катушку намотал дома. И что-то надо, говорят, кидать леску в воду и на воде наматывать. У меня, ну, пару раз закинем, я так думаю, все будет нормально. Первый заброс. Легонькая вертушечка. И пустой. Так, все. Нормально. Сейчас пару раз закину, и леска намочится. Намотается более-менее плотно. Надо было просто мне поменьше намотать на катушку. Я намотал полную катушку. Нормальный. Не хуже, чем эти штекерные удилища. А как оно поведет себя с рыбой, я надеюсь, мы сегодня тоже увидим. Так, первые 3 заброса пустые. Поменяем, поставим поводок. Во-первых, я просто нацепил дома. Поставим поводок, поставим нормальную что-нибудь блесенку или резинку. И я так думаю, без улова мы не останемся. Еще раз хочу выразить огромную благодарность Евгению Жарову. Спасибо, Жень. Спиннинг крутой, катушка тоже. Спасибо. Так, ну все. Поставили поводок, джиг-головку, оранжевый виброхвост. И все. Хо-хо-хо. Полетела. Полетела наша приманка.
далеко-далеко. Я так думаю, это еще не предел. Так. Ну-ка давай на максимум попробуем, сколько оно улетит. Вот так вот. Вот так вот. Красота. Оп. Что-то было, не понял. Или зацеп куда-то, или кто-то дернул. Вода у нас после дождей прибывала немножко, день-два. Потом быстренько упала обратно. И теперь или стоит на месте, или потихонечку прибывает. Народ, кто не ленился, успел поколоть налима. Вода была чистенькая, фарватер просматривался. И когда не было ветра, не было волны и было солнышко, налима было на глубине видно хорошо. И налима покололи. Так, ну что у нас? Пятый заброс, пока поклевок нет. Это не есть хорошо. Но еще не вечер, как говорится. Пока выключаемся до первой поклевки. Сейчас до конца сплавлюсь метров 50 еще ниже. Если ничего не поймаем, поднимемся на конец курьюшки вот этой. Всегда начинаю рыбачить с этого места, потому что прошлый год это место нас хорошенько кормило, так сказать. Я так думаю, и сегодня что-нибудь да обязательно здесь поймаем. Поднялись все-таки мы вверх в нашу курьюшку. В прошлый раз, когда мы здесь были, самый последний раз, здесь был косяк язя. Парочку даже успели. О, что-то уже клюнуло. Сошел. Была поклевка. Еще что-то дергает. Катушка крутится идеально прямо. Аж не чувствуется. Не надо прикладывать никаких усилий. Вот он. Вот он, первый окунь. На этот спиннинг с почином. Я так думаю, первый и не последний. Да, ветром нас подняло до конца. Также тут бывают и щучки, травяночки, и не только. Прошлый год здесь где-то мы полторашку, где-то кило 800 поймали. Хорошее местечко. Глубина где-то 1,5 метра. И рыба как бы здесь собирается. Такс. Обязательно остановимся на перекате, попробуем половить хариуса. Хариус тоже, говорит, ловился неплохо временами. Может быть, и нам повезет. С утра сегодня полоскал дождь. Моросящий такой осенний дождь. Но сейчас вроде тучи разошлись. Вышло солнышко. Но по прогнозу было 4 капли. Так что, возможно, еще что-нибудь да ливанет. Ты смотри-ка, не густо сегодня здесь. Не густо. Рыбы или нет, или не хочет брать. Ждем поклевок. Так, у нас еще была поклевочка. Тащил окуня, не дотащил. Еще один сход.
Хороший окунь оттащил. Камера не успела включиться. Взял резко, неожиданно. И как попался, так и сошел. Вот здесь вот на срезе течения тиховода. Вот здесь вот. Не пойму. Или окуня мало, или что-то с аппетитом. Не каждый заброс поклевка. Вот есть. Опа, опять сход. Да что такое? Надо, наверное, вертушку ставить. Они, походу, неактивно заглатывают резину, а крючок далеко, на спине. Хвостик подлиннее. И они, походу, только за резину и дергают, не заглатывают его. Надо поставить вертушечку, я думаю, будет эффективнее. Во-первых, там тройничок. А во-вторых, если вдогонку он берет, то сразу попадется. Древнюю четверочку такую, 100-летнюю уже. Попробуем. Как-то щук ловил я на эту блесну, да и окунь брал. Тройничок крупный. Посмотрим, будем искать, будем подбирать, начал ловиться. Забросов 10, если поклевок не будет, значит их что-то не устраивает. Значит, будем менять. Вертушка у нас тоже не принесла результатов. Одна, вторая. Вот поставил вот такую вот рыбку резиновую. Последнюю рыбалку с Николаем, когда с отцом они приезжали, ставил такую на удочку. Сразу поймал одного окуня и сразу зацепился. Мертвый зацеп, и оборвало с грузилом со всей об корягу какую-то. Сейчас посмотрим, как эта резина у нас будет работать на спиннинге. Так, тем временем у нас ветер стих, подхватило течением, унесло уже с рыбного места. Немножко сплавимся. Посмотрим. Опа, вот он. Взял окушок. Получается, резина рабочая. Такой окунь нам не нужен. Раньше я на такие резинки в основном и ловил. Они были 25 рублей за штуку. Ну, лет 15, наверное, назад. Денег на дорогие блесна не было. Куплю таких резинок. И нормально ловили и окуня, и щуку. Такие чуть покрупнее, рублей за 40-45. Отлично работали. Отлично играл на вертикальной проводке. Потом уже начал Blue Fox, вот эти все. Потом как-то, не знаю, то ли зарплаты выросли, то ли как, но можно стало позволять себе дорогие блесна покупать. А теперь у них опять заоблачные цены в магазинах. Спасает вот Озон. На Озоне хоть чуть подешевле. А эти мелкие рыбки у нас еще со старых запасов. Не хотят. Поменял уже 3-4 вертушки. Поставил воблер. Поклевки, что было, были на резину. Так что сейчас еще разик оттолкнусь, сплавимся и будем опять кидать резину. На резину хоть что-то поклевывало. Ни на вертушке, ни на воблер поклевок нет. То ли щуки здесь нет, то ли не хочет брать. Есть здесь щука. Только что была поклевка, и неплохая, где-то за килограмм, килограмм-полтора. Но
к сожалению, сошла. Так вот начал подергивать воблером. И она соблазнилась все-таки на воблер. Получается, щука здесь есть. Только капризная, вредничает. Активности у нее. Или слишком умные. Вон, рыбка похожа на живую. Начал вот так вот играть. И она ударила. Ударила. Зацепилась. Пока я включил камеру. Потянулся за сачком. Подсак, чтобы и она ушла. Слабенько, видать. Взяла. Вы, наверное, не успели заметить ее, но поверьте мне на слово, щука была и неплохая, вот такая где-то. Значит, пока воблера не меняем. Попробуем еще вот тут вот в траве покидать, поиграть. Может быть, что-нибудь еще цепанется. Я и думаю, должна она быть. Вот здесь вот она вдоль травы тоже должна быть. Но не берет. Нет у нее активности. Ну, может, то, что не вечер еще. Вечерком-то, может быть, и лучше клюет. Ну, будем пробовать. Есть поклевка щучья. Что, попробуем нагляк? Давай попробуем. Опа, 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 опа. Рисковали, конечно. Удочка согнулась. Вот такая вот щуренция. Еле-еле зацепилась. Ну как еле-еле. Если не сошла, значит нормально зацепилась. Опа. За нижнюю и потом за верхнюю губу. Худющие, когда они жрать-то будут? Вон. Попалась сюда, вон видно, что с прошлого раза сход было. Вот такая, нет, она чуть покрупнее вроде была. Вот Янскадан. И щучка клюнула. Ну теперь мы точно уже не будем менять этот воблер. Вот такой вот красивый воблер. Будем ловить упорно на него. Взяла сейчас на медленной проводке. Так вот медленно тяну и иногда подергиваю. И там вот на середине. Это-то здесь брала, значит получается как минимум их две. А может быть и это самое же было. Просто, как говорится, та рыба, которая сходит, она всегда крупнее. А вот Янскадан. Одна щука уже есть на сегодняшний вечер, на жарежку. Вкуснятина. Свежая рыба и свежая рыба. То, что заморожено в холодильнике, это все равно немножко не то уже. Если недолго полежала, там неделю, максимум 2, то еще нормально. А если месяц, 2 месяца или там 3-4, тем более полгода, это все уже не то. Собаки, да, замораживаем, а сами стараемся долго в морозильнике не держать. Уже все равно не то пальто. Так. Отлично. Одну щучку мы отсюда выдернули. Сейчас раз 15-20 еще закинем в траву. Вдоль травы сейчас еще сплавимся тут. Оттолкнемся. И поедем дальше. Будем искать голодных щук. Еще поклевочка была. Только вот не заметил, это или окунь был, или не крупная щучка. Зацепилась и сразу сошла. Вот здесь вот на срезе, опять же, скорее всего, это был окунь.
Давай, если сейчас течение возьмет, больше сюда возвращаться не будем. Сплавимся там до мелкоты. Бывает там на мели тоже щучки бывают. И поднимемся наверх потом. Вон, как красиво играет, блестит, как настоящая серебряная рыбка. Попробуем на течение кинуть. Тут травка, камушки. Ну, не глубоко, но рыба бывает здесь тоже на течении. Ай, долго камера включается. Смотрите, какого красавца окуня поймал я на воблер. Сошел в лодке. Бляха-муха, ах ты! Ай-яй-яй-яй-яй. Вот это он меня шандарахнул. Ай-яй-яй. В 2-3 местах, блин, проколол. Вот это кабан. Вот начал сплавляться. Кидаю потихонечку, подтаскиваю так. Вот что-то здесь плесканулось. Блин, не успею. Вот тут вот где-то, тут вот. То ли окунь, то ли язь. И уже подтаскивал здесь. Он аж в прыжке догоняет, хапает. Ну, я даже сразу не поднял, включил пока камеру, но не стал испытывать судьбу. Дотянул до лодки, он в лодке прямо сорвался. Приятная, так сказать, неожиданность. Ну и оба пальца мне он успел уколоть. Все нас подхватило течением. Ну и ладно. Зато будем облавливать новые территории. Сносит не очень быстро. Северный ветер помогает немножко удержаться. Как раз самое то. Отъехали от берега, ну и бог с ним. Тут тоже не очень глубоко, где-то метр с лишним. И рыба здесь 100% тоже есть. А там дальше уже вообще мелко обмелела река. Заскочил на мель сегодня, еле оттуда вышел даже. Глубин здесь нет, это точно. Но на мели здесь тоже бывают крупные щуки. Иван Григорьевич 3 года назад здесь, да не 3, уже 5 лет назад получается. Бляги, мне уже бы прошел. Дядь Вань, тихо, не торопись. Не торопись, дядь Вань. Блин, сачок же был в этом, блядь, не взяли? В лодке в той, блядь. Пошла. Давай. Тихо, дядя Вань, тихо. Все, она приручается. Приучается, да? Приручается. Ты ее приучил как собаку? Да. Дядя Вань. О, ух ты. Молодец. Красивая моя красавица. Красивая, да. Моя красавица. Моя красавица. Хорошая, да. Хорошая. Молодец. Ага. Опа-на. Молодец. Дядя Ваня. Он взял ее. И причем, смотрите, под дядю Вань, покажи какую приманку. Вот такая приманка. Вот на такой маленький крючок. И сейчас мы ее взвесим и покажем вам. Смотрите, какая это щука. А то, блин, ловит каких-то, блядь. Щеколявок, да, дядя Вань? Дядя Вань, сейчас подожди. Так. Вот она. 4925. Сейчас попробуем. Сплавимся до того места. Посмотрим, есть там рыба, нет. И потом уже поедем наверх. В самой траве что-то плесканулось.
похожую на щучку. В самой. Не знаю, как она там плавает. Может быть, от моей лодки шарахнулась. Может быть, кого-то там поймала. Но не берет. Ладно. На тебе клином белый свет не сошелся. Ты не одна такая здесь. Я слишком много лески замотал. Борода. Борода. Надо подальше закинуть и нормально намотать. Вот так вот. О, сейчас нормально намотаем и будет нормально. Клев, так сказать, так себе. Особого жора не наблюдаем, но в то же время поклевки мы увидели. 2 окуня и щука у нас уже в ведре. Так что мы уже рыбаки. Удочку обновили, спиннинг новый. Так, у нас поклевочка. Такой вот некрупный полосатик. Взял наш воблер. А щук нет. Забросов 15 уже сделал. Потихонечку сплавляемся. Заброс налево, заброс направо, на середину. Как бы и глубина здесь есть. Как бы щука, по идее, должна здесь быть. Но нет. Вот окунь клюнул там возле берега. Хотя крупная щука здесь должна быть. Ну, судя по тому, что нет поклевок, а щука голодная, я за все лето не видел ни одной щуки, у которой был полный желудок. Они все пустые. То есть они, получается, не хотят жрать. То ли это из-за теплой воды, то что вода теплая 2 недели жарила, то ли еще по какой-то причине, но щука жрать не хочет. Они голодные. Поклевки редко-редко когда бывают. Что-то надо, чтобы там у них поменялось, чтобы она начала ловиться. Вот попасть бы, когда у них проснется аппетит. Я так думаю, было бы интересно. Есть поклевочка. И это походу щучка, да, это она. Чё? Дадим ей шанс или не надо? Лучше не надо. Не так-то хорошо и клюет сегодня, чтобы раскидываться. Пусть травянка, пусть не крупная, но она наша. Наша Маша. Вот худющая, длинная. По размеру, по длине она, конечно, длинная, но по весу-ка. А японский городовой. Сам себя поймал. Что сегодня вся рука уже в уколах. Вторая. Вторая красотка. Все. Больше ничего не меняем. Кидаем воблер до талого. Пусть будет меньше окуней, но зато щучки поклевывает на воблер. Окуней мы еще половим. А щучки, если сейчас вода пойдет на прибыль от дождей, хотя кто знает, может наоборот начнут ловиться.
Я знаю точно, что у нас осенью, грубо говоря, в сентябре, в октябре на спиннинг щука уже не ловится. Не знаю у кого как, но у нас, как вода прибудет, остынет, на продольники попадает, да, на живца может быть ловится. Но на спиннинг я, или может быть я не умею ловить. Ну, я бы не видел, что кто-то у нас в сентябре или в октябре ловил на спиннинг. Как правило, спиннинг уже, ну, пусть до середины, до 20 числа сентября бывает еще поклевки, если погода хорошая, окуня. А щука это уже редкость. Давно дождичка не было. Опять заморосил дождь. Появилась радуга, вон как мы видим. Одна половина есть, вторую половину не вижу. Как бы радуга это шанс. Пару раз попадал в дождь, вернее после дождя с радугой на клев щуки. Будем надеяться, что эта примета сработает. Дождь и радуга к щукам. В течение часа, наверное, было 2 поклевки некрупной щучки на вот этот воблер. Обкидал всю запланированную территорию, что я хотел. Была надежда, что здесь на мелководье щука будет, но может быть она и есть, но брать не хочет. Было пару поклевок, пару сходов и все. Ни окуня тебе, ни щуки. Пару раз уже брызгал дождь. Вот опять тучка набежала, моросит. Не помогла ни радуга, ни дождь. Никакие приметы не сработали. И время уже, наверное, уже около 5 часов вечера. Рыбачить осталось около часу. Ну, может быть, часа полтора. И еще на дорогу надо. И я хотел попробовать хариуса. Надо еще заскочить на дамбу, там попробовать. В общем, здесь все. Последний заброс. Ветер поднимает нас. Блин, еще и неудачно. Воблер запутался в поводок. В общем, все. Сейчас заедем на дамбу, там еще попробуем. Там иногда неплохо поклевывает. Попробуем здесь. Пару забросов сделаем. Здесь бывает щуки водятся тоже. Народ рыбачит. Суббота, выходные дни. Лодок 10, наверное, уже видел. ПВХ, казанки. Так. Приехали на нашу дамбу. Правда, на этот раз остановились не со стороны дамбы, а со стороны вот этой кочки. Покидаем воблер. Если щук здесь нет, покидаем блесенку. И если не будет никаких результатов, выйдем на перекат. Кину якорь и попробуем на мушку, на блесну половить хариуса.
Щука здесь бывает крупная. Что у нас получится на этот раз? Повезет, не повезет, будет видно. Вот такой вот моросящий осенний дождь. Радуга двойная, аж вот раз, два. Двойная радуга. Ну, на этот раз она щуку нам не дает почему-то, эта радуга. Значит, примета непостоянная. Вот такой вот щупачок ударил на вертикальную проводку. Вот такой вот киндер. Такого мы отпускаем. Хотя я не любитель спортивной рыбалки, но этот, во-первых, мелковат. Во-вторых, зацепился слабо. Если бы он проглотил до жабр, мы бы его забрали. Смысла отпускать нету, вырывать кишки. А так он зацепился только за губу. Вот так вот на вертикальную проводку. Поставил резинку. Воблер никто не взял. Вертушку никто не взял. Поставил виброхвост. И тут вот так вот на вертикальную проводку он накинулся. Не густо, скажем так, не густо. Я думал, здесь будет веселее. Можно, в принципе, еще к той траве причалить. Наверное, сейчас попробуем. Пару раз еще закину. Подъедем туда, покидаем там. И потом уже встанем на перекате на якорь. Кинули якорь на перекате. Место хорошее, в принципе. Тут глубина, рядом с фарватером, дамба. И в былые времена здесь водился крупный хариус. Пока мы его не видим. Ни одного всплеска даже я пока еще не видел. Раз 20-30 кинем, перейдем туда, там покидаем. Да, нет, поедем дальше. Переехали еще на один перекат. Хороший большой перекат. Рыбный перекат. Вот он. Метров 300, наверное. Если дороже здесь. Если километры. На Уралочке дорожить не очень-то удобно. И всплесков хариуса тоже не видать. Пару раз цеплялось что-то. Один даже такой довольно неплохой был, но берет нехотя и срывается. Рыба есть, но пока не в нашу честь. Так, перекаты нам ничего интересного не дали. Потеряли только время. Хариуса нам сегодня Печора не дала. Держим путь домой уже. Солнце на горизонте. Вот-вот уже скроется. Потихоньку облавливаем рыбные места, где в принципе рыба бывает, где в принципе рыба поклевывает. Штук десяток раз закину воблер. Если никто не клюнет, пару раз резинку, вертушку. В общем, пробуем, ищем голодного окуня, голодную щуку.
наверное, на сегодня крайняя остановка. Заключительная. Попробуем здесь поймать что-нибудь. Надежда на щучек, травянок. Попробуем. Начнем с резины. В прошлый раз резина здесь работала, оранжевая, неплохо. И, конечно же, попробуем воблера закинуть. Пару раз. Солнышко уже, как мы видим, на горизонте. Вот такой прекрасный закат. Несмотря на целый день дождливую погоду. Вечерок нормальный. Все хорошо, только рыба не ловится сегодня. 2 щуки и 3 окуня — это все, что мы поймали за целый день. О, что-то плесканулось, но это, наверное, плотва, я так думаю. Но опять же, опа, это что такое? Вот она, травяночка наша. Отъенскаден. Себя поймали. Вот такая вот травяночка. Как наши там не подохли, подохли все уже, конечно, за такое время. Ну, в принципе, на этих травянок и была надежда. Значит, здесь они тусуются, значит, здесь они собираются. Значит, здесь есть надежда. Сейчас покидаем воблер, потому что тройником здесь очень много травы. А переделывать некогда. Да и незачем. Когда 3 спиннинга в лодке, можно на выбор кидать то, что нравится. Вот этот воблерок у нас. Хоть и сам с 2 тройниками, но перед воблером тройников нету. Я так думаю, до травы он дойдет хорошо. Если есть щучка, то, в принципе, вот все трава. То, может быть, что-нибудь доклюнет. Вот такой вот окушок. Заглотил на мушку. Маленький, но он подохнет, смысла его отпускать нет. Здесь плесканулась крупная, ну такая, где-то с килограмм, наверное, щука. Сейчас попробуем ее поймать, если получится. Вот где-то здесь. Прямо всплеск такой серьезный был. Сейчас попробую воблера. Попробуем воблера. Вот там вот что-то всплесканулось. Рыба есть. Сейчас попробуем сюда мышку нацепить. Попробуем мышку погонять. Нацепил белую мышь. И попробуем. Как попером. Вот она, вот она. Оп, вот она. Вот она, вот она, вот она, вот она. Мышка работает, но щука берет. Но там двойник спрятан прямо в тело, и он не прокусывает, получается, эту мышь. 2 раза хапал. Щука выпрыгнула. 2-й раз уже. На
Надо воду вылить. Иначе она вообще выпрыгнет. Все равно те подохли уже. И второй раз не хочет. Поняла, что это несъедобное, видать. И все. А так брала. Я думаю, она здесь не одна. Единственный минус этой мышки-незацепляйки, то что крючки впитывает в резину. И чтобы она попала, надо прокусить, как бы вдавить ее. Она, получается, сейчас не попала на крюк. Ну, взяла, и то хорошо уже. В траве по-другому никак. Была еще одна поклевка щуки на мышку, но опять не прокусила. Опа, вот еще. Это подсекать, наверное. Нет. Ну как она? Крючки. Она бьет. Вон. А крючки внутри. Вон, она прокусила уже всю мышь. Надо как-то тройник туда еще. Сколько я вот на таких мышек не рыбачил. Не помню, чтобы я ловил. Все, мышка у меня уже тонет, она покусанная. Уже не плавает. Вон 2 поклевки подряд. Но, к сожалению, схода. Ну не то, что схода, она не попадает на крючок. Непродуманная какая-то мышка. Ее надо как-то переделывать. Щука бьет, но щука не попадает. Фигня, это не мышка. Попробуем воблера погонять. Ну, что сейчас скажешь? Сейчас у меня воблер с 2 тройничками. Если сейчас клюнет, то шансы поболее. Ну, навряд ли клюнет она после 2 сходов. Даже на рыбку не хочет. Ладно. Будем непроколотых щук искать. А время уже у нас летит. Вон уже солнышко село. И у нас осталось максимум минут 10-15 порыбачить. И надо уже к дому путь держать. Скоро стемнеет. Ну вот. Воблер наш сработал. И еще одна травянка. У нас в ведре. 4-я. Не зря. Не зря мы все-таки здесь остановились. Весь день дуру гоняли. И под занавес пару травянок мы вытащили все равно. 4 щучки — это уже отличная жареха. А крупная так и не берет. Крупная, наверное, где-то на глубине может быть. Крупную щуку будем на продольнике ловить осенью. Так, у нас еще одна поклевочка. На этот раз вроде что-то посерьезнее. Это щука, наверное, по-любому.
Да, это щука. Но уже такая увесистая. Опа. Вот она, вот она. Опа-на. Вот она, вот она. И сошла. Сошла в сачке. Вот это уже Янцкадан. Вот это уже красотка. Тихо, тихо, тихо. Все, все, малышка. Пасть открой, сачок не рви. Вот такая вот Янцкадан. Это уже килограмма 1,5, наверное. Ух ты, там у меня война идет. Вот, зубастые. Это точно сейчас надо закрыть или выпрыгнет. Блин, воду уже вливать некогда сейчас. Потом влим. При подведении итогов. Блин, запутался. А ничего, воблер-то у нас рабочий. Это воблер у меня тоже. Блин, не вижу нифига уже. А, господи. Тоже подарок. Подарочный воблер. Не помню где. Опа. Мы далеко уже отплыли. Геннадий Молчанов меня отправлял вроде бы его в прошлый год. Вот такой вот красивый. И работает. Работает. Вот Янцкадан. Это тебе не мышка. Тут 2 тройничка. Так что, ну, пожалуй, еще покидаем. Вот уже солнышко село, стемнело. И активировались более крупные щуки уже. Щука есть, она просто выделывается. Они вон пустые все, голодные. А жрать не хотят. Что-то у них с аппетитом. Что-то им не нравится. Ну, раз клюнула одна, будем надеяться, что может быть еще что-нибудь клюнет интересное. Я даже резину, вертушку ничего не буду ставить. Чисто у нас одна. Вон там что-то плесканулось. Но это, возможно, язь. Язь тоже ночной хищник. На последней рыбалке мы это поняли. У нас одна задача — поймать зубастых. Раз уж не везет нам с хорюзами, попытаемся половить щук. Опять набегает тучка, скорее всего, опять ливанет. Опять пошел дождь, который раз уже. Но времени осталось мало, так что постоим под дождем. Тем более вот у нас опять поклевка была поклевка щуки. В парке мы не промокнем, так что постоим под дождем. Посмотрим, ловится ли щука в дождь. Ну, ловится, если одна клюнула сейчас. Кто ловит щуку в дождь и грязь? Наша доблестная связь. Есть поклевка зубастой. Вот она. Вот она. Неплохая такая, нормальная. Вот она, вот она, вот она, вот она. Не будем ломать спиннинг. Вот так вот. С килограммчик где-то.
Молодец. Красотка. Ну, воблер и сачок, особенно в сумерках, это жесть, конечно. В общем, вот такая вот травяночка худющая. Не помню, 5-я или 6-я уже. 6-я, наверное. Потом посмотрим, что мы накидали за целый день. Вернее, за вечер. Блин, долго камера включалась. Была еще поклевка. В общем, время щучьего клёва походу пришло. Если днем она вообще не клевала, то теперь поклевки есть. Правда, и сходов тоже хватает. Но главное, она берет, и это радует. Нас подхватило течением. В общем, сплавляемся вдоль травы под дождем. На улице начало темнеть уже. Солнышко село. Ой-ой-ой. Ой-ой, вот так вот не надо. Надо вот так. Вот, скорее всего, сейчас будет поклевка, я так думаю. Ну, давай. Давай. Нет. Вот там вот 2 щучки у нас сошли. Одна где-то на полкило, вторая чуть больше. Небольшие травяночки. Сейчас вот до туда попробуем сплавиться. Если успеем, поднимемся и еще раз сплавимся. Потому что вот здесь вот поклевки были, но мы не успели. 2 схода было. И теперь уже не докидываю. Нет, есть еще, есть поклевка, есть. Вот она щука. Вот она. Что, попробуем так? А зря, наверное. Бляха-муха. Удилище 3 хрустнуло аж. Блин, лучше. Есть сачок, нет, блин. Сломать еще новый спиннинг не хватало нам, блин. Вот, в общем, вон еще одна щучка на килограмм где-то, наверное. Тихо. Тыло. Блин, нет, все равно замотало. Сачок, блин, без сака. Хочешь как быстрее, получается, как всегда, блин. Не вижу уже ни хрена. Ладно, вон, вот такая вот у нас щуренция. Еще +1. Так. Немножко пришлось подняться опять, потому что пока мы распутывали последнюю щуку пойманную, которую подняли без сака, еле-еле, то что чуть удочку не сломали, новый спиннинг, и которая все-таки запуталась в этот сак. Минуты 5, наверное, распутывали. Нас унесло он туда аж. Сейчас, в общем, завел мотор, поднялся. И темнеет очень и очень быстро. Ну, бог с ним, пусть темнеет. Сегодня, значит, будем ехать по темноте. На Казанке бы, конечно, я не рискнул, но на Уралке главное, чтобы берега были видны. Наскочить на мель не страшно. Лыжа спасает мотор. Когда целый день нет поклевок, и они начались, не очень-то и хочется уезжать уже. Ночной хищник получается, щука. Только вот после захода солнца аппетит пробудился у нее.
начала хоть поклевывать. Есть контакт. Еще одна поклевочка. И такая. Тоже около килограмма, наверное. Поднимать мы больше тебе не будем. Без сака. Опа! Не будем. Вообще никак не будем. Сход. Хорошенькая была. Даже больше килограмма по-любому. Потому что сошла. Вот все возле травы получается. Вот возле травы падает блесна, сразу следует поклевка. По чистой воде гуляешь, вот здесь сейчас попробуем. Вот так вот возле травы. Раз. Надо подъехать, уже отплыли. Блин. Ладно. Так. Темнеет очень быстро. Вот она. Вот. И вот она. Блин, пока отвлекся на всплеск щуки, остановил катушку и сразу же... Вот, есть. Но это не она, это другая. Это другая. Не крупная травяночка. Дадим шанс, которым она не воспользовалась. Тихо, будь. Вот, еще плюс один. Вот наше ведро потихонечку с водой уже полное. Там больше половины воды, конечно, но все равно. Под занавес мы подергали этих зубастиков. Сегодня у нас щучий день получается. Щучий вечер. Не зря до последнего полоскал блесна. Дождался все-таки. Дождался щучьего клёва. И это здорово. Янцкадан. Точно щуки проснулись везде. Начали в траве плескаться. То тут, то там. Всплески появились. Пошли рыбок гонять. Только почему они не догоняют, так сказать, их? Не могут же так быстро переварить, если они вечером, ночью покушают. И на следующий день они опять худые, как сабля. Так быстро же не переваривают, наверное. Но днем не едят они, это точно. Получается, жрут только вечером. Ну вот и короткое время клёва, щучьего клёва. Такого долгожданного и такого яркого, но очень короткого прошло. Начало темнеть, и поклевки прекратились. Может быть, конечно, из-за того, что мы сплавились уже чуть ниже, но здесь тоже щуки бывали раньше. И, скорее всего, все. Пора сматывать удочки. Не будем больше подниматься. Сейчас пока подводим итоги. Пусть вынесет нас на середину и поедем домой. Все, хватит. Последний заброс. Давай. Давай трофейную. Давай. Они здесь есть. И по 3, и по 4, и по 5 килограмм щуки. А может и больше. Вот она. Все-таки вот она. Ох, сход. Блин, последний заброс. Щука попалась, но сошла.
Хорошенькая такая щучка была, где-то килограмма на 1,5 тоже, не больше. Крупных, Ванька говорит, на 5 поймал недавно, вот на той неделе. Они есть, но, видать, редко выходят. Может быть, ночью выходят на мель. Все. Теперь точно последний заброс. Все-таки на мели щучка одна клюнула, но не дошла. Видать, была не моя. Народ тоже едет или не водить, или сплавляться. Ну, куда-то едут рыбачки. Дома не сидят. Правильно делают. Так. Мы же хотели последний раз закидывать. Все. Последний так последний. Подводим итоги. Нашли мы щуку под вечер. Нашли, на что она ловится. Спасибо, воблер. Спасибо тому, кто мне ее подарил. Ой. И приступаем. Приступаем к подведению итогов. Самое приятное. Спасибо Евгению Жарову за спиннинг. Так, вон. Самая крупная у нас вот эта щука. О, колбаса. Раз. Два. Три. Видно, да, надеюсь? 4. 5. Тоже неплохая. 6. 7. 8. 9. 9 щук. И раз. Вон какой кабан окунь. 2. Ну это 3, можно так сказать. И 4 окуня. 9 щук и 3 окуня. Вот такая вот у нас рыбалка получилась сегодня. Я так думаю, отличная рыбалка. Воду выливаем, чтобы лишний груз не возить. Кто ищет, тот всегда найдет. Дождались мы все-таки щучьего клёва. Не все, конечно, дошли до лодки, но 9 зубастиков мы поймали. Отличный результат. Янцикадан. Ну а теперь на всех парах, пока не стемнело, едем домой. Всем спасибо, друзья, за внимание. Всем пока. И до новых встреч на канале Коми Рыбак. Ролики выходят с опозданием, потому что в деревне нет интернета. Раз в неделю примерно выезжаю в Троицко-Печорск, поселок, в зону интернета, и загружаю фильмы по возможности, как получается. Как-то вот так. Середина августа, скоро осень, скоро уборка картофеля. Ну, скоро и новые действия. Скоро будем ловить живцов Гальяна озерного для рыбалки. Осенний, зимний. Ну, в общем, сидеть дома не будем, это точно. Будем выезжать, будем снимать, будем монтировать, будем показывать. Как-то вот так. До новых встреч. Увидимся на канале.